Служить Отечеству – великая честь. В Музее воинской славы Чувашской Республики открылась выставка, посвященная столетию со дня рождения ветерана Великой Отечественной войны Архипова Севастиана Михайловича. Он один из тех солдат, кто прошел всю войну от первых и до последних дней, а вернувшись домой, сделал все, чтобы восстановить родную деревню после разрушительных военных лет. Репортер Республики Инесса Потапова расскажет, что можно увидеть на выставке и каким помнит ветерана его дочь. Севастиан Архипов родился в Аликовском районе в 1921 году. Ему было 20 лет, когда началась Великая Отечественная война. Не задумываясь, Севастиан Михайлович вступил в ряды Красной армии, прошел всю войну и вернулся домой. В память о герое в Музее воинской славы Чувашской Республики собрали его фотографии, ордена, медали, привезенные с войны немецкие блокноты, а также том Пушкина в немецком переводе. Счастливый человек тяжелой судьбой. Я помню его глаза. В его глазах боль войны. Представляете, человек возвращается с войны. Там мама с папой живые, казалось бы, все здорово. Заходит, он приезжает в родную деревню Туры-Выла, а там полдеревни сгорело. Нет отчего дома. Нет отчего дома. Семья жила в землянке. И на следующий день фронтовик, молодой паренек, хоронит свою мать, распухшую от смерти, от голода. Николай, брат Николай Михайлович, тоже погиб, был офицером. Стиснув зубы, солдат взял на себя все заботы о семье. Параллельно занимался строительством дома. В то же время он начал работать в школе, преподавал русский язык и литературу. Вскоре женился на своей коллеге Ольге Александровне. Вместе они воспитали 5 детей, многие из которых пошли по стопам родителей. Так образовалась целая династия педагогов, общий стаж которой сейчас более 500 лет. Он был всегда интеллигентным, представительным. Мы даже побаивались, потому что у него был строгий характер. Он был очень мужественным, сильным человеком. Таким остался в памяти нашей семьи, наших детей и, конечно же, учащихся, воспитанников, кого он обучал. Сотням своих воспитанников ветеран открыл путь во взрослую жизнь. Щедро делился своими знаниями, житейской мудростью, душевной энергией и тем, как нужно любить родину и жизнь. Он был как бы нам отцом. Он никогда не кричал, не ругал, а он учил. Вот, ребята, если вы так сделаете, будет вот так. Если вас милицию заберет или что, вы подумайте сперва, прежде чем это делать. Вот так учил он нас. Севастиан Михайлович ушел из жизни в декабре 2014 года после тяжелой болезни. Ему было 94 года. Но память о его подвигах до войны и после нее живет и будет жить в сердцах многих жителей республики. Инесса Потапова, Регина Губайкина, Георгий Кривошеин, Республика.